Не выноси ссор из избы. Бьет, значит, любит. Или милые бранятся, только тешатся. Обычно эти фразы останавливают жертв домашнего насилия заявить о существующих проблемах. Боязнь огласки или клеймо позора также заставляют женщин терпеть и психологическое давление, и побои со стороны своих супругов или сожителей. О домашнем насилии в интервью с психологом и руководителем Санкт-Петербургского кризисного центра для женщин Еленой Балюбах. Буквально недавно интернет-сообщество всколыхнуло высказывание Регины Тодоренко о домашнем насилии. Девушка заявила, что женщинам нравится быть в роли жертвы, и что женщины чаще всего не предпринимают никаких действий, чтобы их перестали бить и насиловать. Как вы отнеслись к этой ситуации, и есть ли доля правды в словах звездной телеведущей? Действительно, высказывание Регины Тодоренко всколыхнуло общественную дискуссию очередной раз о том, что такое партнерское насилие, как его воспринимать. То есть мы вернулись к той дискуссии, которая продолжается уже очень много лет в России. В прошлом году очень активно как раз велась дискуссия по поводу закона, нужен он нам или нет. Да? И сейчас мы опять получили новый виток. Честно говоря, нас немного удивили слова Регины, именно потому, что их транслирует очень молодая женщина. В нашей парадигме мы уже были уверены, что совершенно понятно, что ответственность за насилие несет обидчик, да, что каким образом вести себя женщине, чтобы в отношении нее не проявлялось насилие, мы не можем. Да. Это причем подтверждено уже огромным количеством высказываний психологов. И поэтому мы точно можем сказать, что нет каких-то особенных настроек, да, которые можно проработать с женщиной, да, или установок, сделать так, чтобы в отношении нее насилие не применялось. К сожалению, или к счастью, но ответственность лежит целиком и полностью на том, кто его совершает. Поэтому тем и страшно было высказывание Регины, что это было прямое высказывание о том, подумай, что ты делаешь не так, да, и как ты можешь на это повлиять. К сожалению, здесь у меня очень грустный ответ. Вот реально никак. Никак женщина не может на это повлиять. Что следует понимать под домашним насилием? Это ведь не только физическое и сексуальное насилие, это же может быть и психологическое давление, и имущественный ущерб. Психологическое давление, имущественный ущерб, порча вещей. Да? Мы очень часто знаем, что наши клиентки, кстати, когда к нам обращаются, у них очень часто разбит, допустим, телефон мобильный, да? Экран часто весь в трещинках, да? И мы как раз говорим, что смотрите, она говорит, он меня еще не бьет, но мы говорим, а скажите, вот чей телефон он кинул, да, в ситуации, которую он маркирует, что я не мог себя контролировать, мужчина крайне редко вредит своим вещам, он будет бить любимые вещи женщины, ее телефон, он никогда не будет бить, не знаю, любимую чашку или свою компьютерную игру, да, то есть последнее, что он бросит, это будет его собственный телефон, да, и это тоже очень важные такие маркеры, по которым можно смотреть, насколько он вышел из себя. Есть стандартные маркеры, да, это там, запрет на работу, предположим, да, запрет на общение с друзьями, близкими, знакомыми, коллегами. Это сужение круга. Вот просто когда мы видим, что круг сужается, значит, уже речь идет о насилии. Это обесценивание, когда женщина постоянно извиняется за то, что она говорит, и есть история про конфликт, да, и здесь нам тоже важно развести, чем отличается насилие от конфликта. Конфликт — это равные стороны, да, это переговоры двух равных сторон, где нет иерархии, власти и контроля. А насилие — это уже разговор одного с другим из неравных позиций. Когда кто-то доминирует, да? Да, конечно, когда кто-то доминирует, и у кого-то есть рычаги, да, то есть можно проманипулировать чем угодно. Кому-то можно сказать, я сейчас тебя ударю, кому-то можно сказать, я не дам тебе денег. То есть это разные просто уровни манипуляции, но по сути, это одно и то же. И вот как раз, когда женщина начинает понимать, что у нее крайне мало ресурсов на то, чтобы защищать себя, она не равна условно интеллектуально, не равна экономически, не равна физически, то речь, конечно же, идет о насилии. Если вам кажется, что что-то не так в ваших отношениях, скорее всего, в ваших отношениях что-то не так, да? То есть это очень тонкая настройка, нас действительно этому не учили. И самое важное, вот как распознать на самых ранних, условно, этапах,
Мне кажется, самое важное — это быть еще очень чуткой внутренне к тому, что происходит. Ну, а если все усугубилось, если ситуация уже дошла до поножовщины, до драки, вот что делать тогда жертвам домашнего насилия? Вот какие действия стоит им предпринять прежде всего? Если уже драка, поножовщина, конечно же, немедленно покидать место, да, проживания. Во-первых, ну, во-вторых и в-третьих, конечно же, обращаться в полицию и обращаться в скорую помощь. Это те две службы, которые должны идти даже раньше, чем обращение к психологу. Нам можно писать в нашу онлайн-приемную через мессенджеры социальных сетей, в юридический WhatsApp можно писать это, все совершенно бесплатно, и можно обращаться к нам на сайт в кнопочку пострадавшим, да, панель, но это все возможно, но самое главное — сохранить жизнь, поэтому очень быстро покинуть место проживания, да. К сожалению, других вариантов у нас нет. Мы можем вызывать полицию, можем вызывать участкового. Это еще зависит от того, на чьей территории происходит насилие, является ли этот человек действительно мужем или это просто партнер. Да? Очень часто достаточно вмешательства, допустим, органов полиции, участкового, если этот человек приходится, ну, действительно никем. Тогда при участковом меняется замок, да, и этот человек не имеет права уже входить в квартиру, да, он не имеет никаких юридических прав. Но женщины часто настолько запуганы, что они действительно боятся, что будут нападения. Здесь мы, конечно, должны, с одной стороны, предупреждать о опасности, да, но с другой стороны, конечно, прежде всего это, ну, жизнь и безопасность, да, поэтому ни в коем случае не стоит терпеть избиение. Что на самом деле чувствуют жертвы домашнего насилия и почему они действительно не разрывают таких сложных отношений? Многие озвучивают находиться в насильственных отношениях, боясь экономических последствий. У кого не было работы, те боятся не найти эту работу, и мы тут не можем никак, да, никаких гарантий давать. Мы знаем, что очень многие женщины как раз нам говорили, что насилие циклично. Когда мы говорим о отношении между партнерами, это не непрерывные, ну, как бы избиения, да, там есть фаза еще и стабилизации, и условного медового месяца, и фаза напряжения, то есть вот это действительно универсальный цикл для всех, и у кого-то в самом начале, да, просто цикл идет по спирали, и как в какой-то момент остаются условно одни практически избиения, да, и нет места извинениям. В самом начале между там условно фазой насилия и фазой стабилизации может проходить порядка там года, полугода, да, это длительный период, и женщина нам говорит, что хорошо, вот сейчас он меня избил, я знаю, что он сейчас будет извиняться, еще какое-то время, да, там месяц-два, точно ничего не повторится. Большинство мужчин, они точно так же не осведомлены о насилии, да, для кого-то то, что он делает, является совершенно нормальным, да, как было сейчас с Маратом Башаровым, который рассказывал о том, что он избивал своих жен, улыбался при этом в камеру и вообще ни капли не раскаивался, да, то есть мужчины часто используют как раз-таки традиционный механизм защиты, что это она делала, она провоцировала, и, кстати, мужчина будет очень много всегда рассказывать обстоятельств, которые были вокруг, да, как она себя вела, как она его не услышала, как она вовремя не остановилась, и заметьте, они всегда говорят крайне мало о фазе вот своего избиения, о доле своего участия. То есть там будет сказано двумя словами, ну, а потом я не сдержался, и дальше опять огромный виток о том, что она делала не так. Я для того, чтобы, вот мне кажется, самая золотая книга, которую можно рекомендовать, это Ланди Баккрофт «Почему он это делает». И я бы рекомендовала ее читать. Ее как раз писал мужчина, психолог, который более 20 лет работает с мужчинами, которые применяли насилие в отношении своих близких. Почитать и тем, кто совершает, и тем, кто находится в насильственных отношениях. Что в этот момент чувствуют у себя в голове жертвы домашнего насилия? Тут мы точно можем сказать, что будет абсолютно разрушена со временем там, самооценка, вообще ощущение собственной телесности, собственной уникальности, да, собственных возможностей. То есть это огромный вред, который наносится женщине. Помимо физического вреда, это огромный
психологический вред. Сколько насилия, по сути, да, происходит. Нам трудно даже назвать пары, в которых его нет совершенно, да, но так или иначе, ну, или не происходило никогда. Просто это уровень рефлексии, который подвергаются отношения, да, как мы смотрим, то есть для кого-то действительно женщина может нам звонить и говорить, ну нет, вы что, он меня не бьет, он просто пару раз дал мне пощечину, да, то есть, но у нас нет насилия в отношениях. Или же женщина говорит, мы с моим партнером деремся, да, а потом выясняется, что у них просто даже весовая разница, да, и вес, рост, но там не идет. Драка — это все-таки равные какие-то участники в этой драке, да, когда один человек весит 100 килограмм, а другой 50, речь о драке не идет. Это все-таки один человек избивает, один большой человек избивает другого, который гораздо меньше. То есть вот, и это тоже важная история про акценты, как мы это расставляем и как мы это видим. Последний вопрос. Что нужно сделать тем людям, которые стали невольными свидетелями домашнего насилия? Самое важное — это информирование. Если мы стали третьей стороной, если мы можем вызвать полицию, конечно, мы вызываем полицию. Если мы можем вызвать скорую помощь, естественно, мы вызываем скорую помощь. Если мы можем проинформировать, допустим, это происходит с нашими соседями, да, мы не прямо сейчас происходит, да, предположим, то мы печатаем информашку, ну, информационный буклет, находим, я не знаю, как угодно, раскладываем в почтовый ящик, это же всегда очень хорошо работает, или вешаем на двери, или можем спрашивать у этой женщины, если мы в хороших там соседских отношениях, скажите, пожалуйста, что произошло, нужна ли вам помощь. То есть самое главное — это создать безопасное пространство для того, чтобы с вами этим могли поделиться, да, и там очень важно ни в коем случае не принимать решения за человека. То есть мы знаем, что третьи лица очень часто говорят, что давай бегом, немедленно убегай, покидай этого человека, я знаю, что тебе плохо. Нет, самое важное, ну, третьим лицам еще самим как бы почитать, посмотреть по циклу насилия, как это работает, как это происходит, и не предлагать покинуть этого человека в тот момент, когда, допустим, они примирились. То есть вы просто можете разорвать все отношения с человеком, который подвергается насилию. Тут только терпение, информирование и анализ и учет собственных ресурсов и ресурсов того, кто подвергается.